В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 17 июля? Все по-современному. В России точно таких аналогов нет. То есть, потому что масштаб самой дороги, в общем-то, впечатляет. Замминистра Минэкономразвития России оценил ход строительства курорта Ведучи, как идет создание нового локомотива туризма. Рабочий ритм. В правительстве состоялось плановое заседание. Какие темы на повестке? Сохраняя наследие. Мы стараемся сделать новую кладку, похожую на старую. Реставрационные работы ведутся в Хайбахском архитектурном комплексе. Как идет борьба за сохранение истории? В аэропорту Грозного встретили делегацию депутатов Государственной Думы России. В республике они примут участие в круглом столе, где обсудят актуальные вопросы социальной поддержки и реабилитации участников СВО и членов их семей. Трехдневная программа визита, которую возглавляет председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, также включает посещение ряда социальных объектов, в том числе Республиканского реабилитационного центра. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров совершил инспекционный визит в особую экономическую зону туристико-рекреационного типа «Ведучи». В ходе проверки чиновник ознакомился с процессом строительства горнолыжной инфраструктуры. На данный момент уже введены в эксплуатацию 14 горнолыжных трасс, канатная дорога и гостиничные комплексы. Репортаж с высокогорья Медины Мударовой. Высота новой канатной дороги составит 85 метров, а протяженность 4,5 километра с пропускной способностью 2400 человек за час. Подобных дорог, как ведущий Лайдуан, в мире насчитывается чуть больше 10. Она свяжет горные пики южного и северного склонов гор и будет проходить над Аргунским ущельем. Это самый масштабный, а вместе с тем и сложный проект. Его возведение проинспектировал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Сейчас мы, перекрытие заливаем, это первое. Второе. В горизонте. Послезавтра мы заливаем уже. Армирование перекрытие, мы заканчиваем все работы? Нет. Мы сейчас заканчиваем перекрытие, начинаем внутри отделочное. 615 кубов. 615 кубов осталось? После этой заливки 125 мы заливаем. Технологическая карта есть по канату уже? Да, технологический проект, все есть. Все есть, да? По канату мы все стабилизировали. Оснастки все понятно? Все понятно, оборудование частично оплачено. Просто. Это откуда, кто пострадал? Китай и Швейцария. Первым делом собравшиеся осмотрели верхнюю станцию ВЛ-1, на которой помимо самой ножки канатной дороги возводится административное здание. Оно завершено на 90%, осталось протянуть сам канат. В районе 90% бетонной работы закончены. Следующие обделочные работы, кровля и так далее. Попутно гости осмотрели инженерные объекты, а также просторный гараж, предусмотренный для 24 кабин. К слову, каждая будет вмещать в себя до 30 человек. Второй этаж отведен под ресторан с террасой, откуда будут открываться завораживающие виды. Сергей Назаров подробно ознакомился с ходом работы и на южном склоне горы, где возведение также близится к завершению. Он отметил, что при необходимости график работ будет скорректирован и заверил в том, что вся поддержка в решении вопросов, связанных с особой экономической зоной, будет оказана. Аналогов таких нет. Поэтому фактически в России, да и, наверное, в мире, я, честно говоря, не знаю, есть ли такие аналоги и много ли их, но в России точно таких аналогов нет. То есть потому что масштаб самой дороги, в общем-то, впечатляет. Я думаю, что желающих поехать сюда, даже посмотреть дорогу, будет много. Поэтому даже вот на той стороне, где мы были, на верхней станции ВЛ-1, там есть, вернее, уже построен и планируется открыть такой хороший видовой ресторан. Поэтому туристы даже будут ездить сюда просто посмотреть. ВТРК «Ведучи» включена в модель экономического развития Чеченской Республики до 2030 года и в пятерку прорывных инвестиционных проектов региона. Благодаря новым объектам к 2030 году курорт планирует принять 240 тысяч туристов. Курорт «Ведучи» – это курорт, который имеет очень большое будущее, так как это всесезонный туристско-рекреационный комплекс. И уже сейчас, даже летом, этот курорт посещает большое количество туристов. А что будет зимой, мы видим на примере тех курортов, которые
корпорация «Кавказ-РФ» развивала на территории Северо-Кавказского федерального округа. Это тот же пример курорта Архыз. Вот недавно совсем был введен в эксплуатацию Мамисон и так далее. Это тот самый как раз-таки бум, который ожидает ведущий, в том числе после полноценного уже введения в эксплуатацию североориентированного склона, где и будут все основные трассы катания. За нашей спиной находится новый объект коллективного средства размещения. Этот объект буквально в октябре будет запущен в эксплуатацию, и тогда у наших туристов будет больше возможности разместиться на данном курорте. И на этом объекте мы точно не останавливаемся на достигнутом. Строятся и другие места отдыха, облагораживается прилегающая территория. Все проекты реализовываются совместно с «Кавказ-РФ». Учитывая, что стройка идет в горной местности, понимая, что мы монтируем оборудование зачастую, которые там самостоятельно перехватили у европейских производителей, да, то есть осваиваем, делаем пусконаладку. Все-таки, несмотря на это, уже мы видим горизонт и надеемся, что все-таки мы в течение этого года максимально уже перейдем к тому, что будем тестировать всю эту инфраструктуру, в том числе на первых туристах. Ведущие – это же не только стройка, это, в общем-то, наши резиденты, которые также занимаются, вкладываются в гостиницы. Я надеюсь, что в октябре откроется вот этот 4-звездочный отель, тоже долгожданный, и мы совместно там сейчас с Космос Групп, в том числе, решаем вопросы кадрового обеспечения. Но есть целая концепция развития курорта. Предполагается, что одновременно с запуском всей инфраструктуры, канатных дорог, горнолыжных трасс будут серьезные инвестиции уже в новые объекты, новые отели. В скором времени на курорте Ведучи появятся дополнительные 4 пассажирских подвесных канатных дорог, 14 километров горнолыжных трасс, система искусственного снегообразования, и это еще не все. Курорт Ведучи открылся в 2018 году. Живописные пейзажи, горнолыжные трассы, современные отели, рестораны и, конечно, природа. Это то, что так тянет гостей возвращаться в это место вновь и вновь. А в скором времени курорт предложит своим посетителям еще больше возможностей для активного отдыха. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Правительство Чеченской Республики рассмотрело изменения в постановлениях. На заседании было затронуто 31 тема из социально-экономической сферы. Руководители профильных министерств отчитались по своим направлениям, среди которых были бюджет, инвестиции, налогообложение, субсидии, а также промышленные и сельскохозяйственные комплексы. Премьер-министр подчеркнул, что все работы, связанные с жизнедеятельностью, должны быть выполнены качественно. Он отметил, что главная задача, поставленная главой, это улучшение качества жизни населения, и правительство приложит максимум усилий для выполнения поставленных целей. Уважаемые коллеги, сегодня проводим очередное заседание правительства Чеченской Республики. В повестке дня вопросы, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства, туризма, сельского хозяйства и социальной сферы Чеченской Республики. Кроме того, в повестке заседания вопрос, определяющий механизм поддержки ветеранов и участников специальной военной операции посредством предоставления грантов в форме субсидий для осуществления предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе. Безопасность, удобство и скорость – главной причиной, по которым все больше людей выбирают безналичную оплату. Использование банковских карт становится нормой, однако эквайринг – это не только вопрос комфорта, но и требования законодательства. В каких случаях продавцы должны предоставлять такой способ оплаты, в репортаже Турпалали Тайсумова. Деньги существуют с незапамятных времен. Мир этих ценных бумаг крутится вокруг людей так же, как и сама планета вокруг Солнца. В современном обществе все чаще внедряется безналичная система оплаты. Это удобно. Не надо носить наличные, особенно большое количество, все время в кармане. Достаточно просто приложить карту или навести смартфон для сканирования QR-кода. Владелец одного из столичных магазинов Руслан Саралиев рассказал нашей телекомпании, что внедрение безналичной оплаты у него состоялось одним из первых. У нас, как я говорю, есть практически любой вариант оплаты. То есть мы подстраиваемся под клиента максимально и делаем ему, то есть мы его не ограничиваем ни в коем случае. То есть это наличный, безналичный. Мы принимаем также, то есть на расчетный счет оплаты такие тоже у нас клиенты есть, которые как бы оплачивают с юрлица.
То есть мы максимально все, что можем, лояльно относимся к своим клиентам. А ведь в ситуации, когда спасает только безналичный расчет, это действительно большой плюс. Система безналичной оплаты – это удобно и просто. Если по какой-то причине карман оказался пуст, всегда спасет банковская карта с электронным счетом. И наоборот. Как нам объяснил управляющий отделением Банка России по Чеченской Республике Тамерлан Вацуев, развитие безналичной оплаты – это современный и проверенный способ. При правильном подходе никакого риска нет, как могут подумать некоторые скептики. А ведь количество возможностей для электронных платежей только растет. По данным на 1 апреля, количество терминалов для безналичной оплаты в организации торговли и услуг за год выросло на 44,6%. И превысилось 6 тысяч единиц. Также вырос уровень количества банкоматов. На 1 апреля в регионе выпущено 2,7 миллионов банковских карт, и за год их количество увеличилось на 17%. Вместе с тем остаются в регионе зоны для развития. Например, необходимо расширить сеть POS-терминалов и активнее внедрять систему быстрых платежей. Люди, которые пользуются безналичным способом оплаты, подтверждают ее пользу. Карта оплаты в QR-код. А так называемые переводы с карты на карту при расчете с неизвестными лицами могут стать проблемой. Блокировка карт происходит из-за подозрительных транзакций, поэтому Центральным банкам рекомендуется не использовать переводы как постоянный способ платежа. В определенных случаях, например, при передаче третьим лицам, может грозить крупный штраф и лишение свободы согласно 187 статье Уголовного кодекса. Турпал Али Тайсумов, Алисхан Кацулов и Адам Юнусов. Вести. Чеченская Республика. Многие часы упорного труда, целеустремленность и глубокий интерес к предмету. Выпускник 7-й Грузинской гимназии сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов. Этот результат открывает перед ним двери в лучшие университеты. В самой гимназии гордятся своим талантливым выпускником, подчеркивая, что высокий балл не случайность, а закономерный итог кропотливой работы. Репортаж Ахмеда Рамазанова. Турпал Али Бисултанов, выпускник 7-й гимназии города Грозного, блестяще сдал ЕГЭ. 100 баллов по химии, 91 по биологии и 89 по русскому языку. Стоит отметить, что изначально он набрал 97 баллов по химии, но посчитал этот результат недостаточным и принял решение пересдать экзамен. Итог – заслуженные 100 баллов. Когда я готовился, не думал никогда, что это вызовет у меня какие-то переживания, потому что знал, что готовлюсь достаточно много, и до самого экзамена был спокоен. А уже на самом экзамене начались переживания, и в итоге на основной волне я из-за переживаний, можно сказать, не успел написать на задание, из-за которого набрал только 97 баллов. Подготовку к ЕГЭ по химии он начал с 8 класса. Особую роль на этом пути сыграли его педагоги, и после результатов они не были удивлены ими. На самом деле это было ожидаемо, потому что Турпов был готов на все 100, ведь он не раз на диагностиках показывал максимальный балл. Целеустремленность и дисциплина. Он четко видел свою цель в 100 баллов, был ради нее готов трудиться, но важно отметить, что его мотивация, она шла изнутри, из искреннего интереса к этому предмету. Сначала школьнику не хотелось ходить на дополнительные занятия, но родители буквально настояли и уговорили. Уже через месяц он начал понимать материал, появился интерес и мотивация. Помимо этого, Турпал Али увлекается футболом и изучает Коран. Также он поделился с дальнейшими планами, в какой вуз он собирается поступать. Хочу подать в ведущий вуз России, медицинский ведущий вуз России Сеченова, а также в 3 вуза Питера, это медицинский вуз Павлова, Алмазова и Мечникова. Также на запасной вариант решил подать заявление в Ставрополь. Когда Турпал Али был в 7 классе, я у него спросила, что ему нравится больше, обществознание или биология. Он ответил, что биология. И вот с тех пор он стал изучать биологию и химию, что и послужило тому, что он и нашел себя в медицинском профиле. Директор Луиза Саива отметила, что юноша с 1 класса выделялся любознательностью и целеустремленностью, что и помогло ему достичь таких высоких результатов. Бисултанов Турпал Али, наш ученик с 1 класса. Это ребенок, который даже с начальной школы уже был заточен на успех, учился только на 5,
Промежуточных отметок, как правило, не было, потому что он не признавал другие отметки, кроме 5. В средней школе обучался в профильном классе в естественно-научном направлении, то есть углубленное изучение химии, биологии. В гимназии существует несколько профилей образования, где углубленно преподают определенные предметы, исходя из интересов учащихся. Школа внесла очень большой вклад для такого результата. Помимо Турпалы-Али, здесь выпускается минимум 6 медалистов. Также свою лепту в подготовку внес и департамент образования мэрии города Грозного, предоставивший доступ к курсам на платформе Умскул в рамках муниципального проекта «Клуб высокобальников». Результаты единого государственного экзамена демонстрирует, что система образования города Грозного вышла на устойчивую траекторию роста. Количество выпускников, не сдавших обязательные предметы, снизилось 20 раз, то есть с 98 до 5 человек. Также по сравнению с прошлым годом наблюдается стабильная динамика по количеству высокобальников, в том числе 2 100-бальника, и среднему баллу по предметам. Муниципальных инициатив является проект «Клуб высокобальников», который мы реализовали совместно с онлайн-школой Умскул и образовательной платформой Школково. Участниками проекта стали дети, учащиеся школ города Грозного, которые претендовали на высокие баллы. Высокие результаты на ЕГЭ школьников Чеченской Республики – это не просто высокий балл на экзамене, а результат системной работы, поддержки семьи, труда педагогов и собственной заинтересованности выпускника. Его достижения подтверждают, что качественное образование и самоотдача открывают возможности для поступления в ведущие вузы и реализации амбиций. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На территории Галанчорского района ведутся работы по реконструкции 3 старинных каменных башен Хайбахского историко-архитектурного комплекса. Это один из наиболее значимых памятников средневековой архитектуры. Он включает в себя 2 боевые, 6 жилых башен, а также мечеть и кладбище. Главная задача специалистов – воссоздать их в первоначальном виде. О том, как сохраняется наследие предков, Лейла Муртазова. В селе Хижахка Галанчорского района среди величественных гор и великолепия природы возрождается символ прошлого – древняя башня, реставрация которой проходит по государственной программе. Заняты настоящие мастера, относящихся с большим трепетом к своему делу. Один из них – Асхаб Ахмедов. Он рассказал, что самое главное в восстановлении такого рода объекта. Самая важная работа для нас – сохранить старую кладку максимально. В вторую очередь у нас мы стараемся сделать новую кладку, похожую на старую. В вторую очередь у нас первый камень и кладка идет, потом зачеканка снаружи, потом уже снутри с саманом, это тоже такой по старину специальный такой тоже так делаем. Потом деревянные перекрытия, также лестницы деревянные. На месте работает и живет целая команда. Их рабочий день начинается с 5 утра и до самого вечера. Сама башня имеет более 14 метров высоты и считается одной из древнейших в нашем субъекте. Реставрировать ее начали несколько недель назад. هر كومبلكس باليني من كولتوري متقواتي شو فيدرال سنتر أخشدل وي أعمل حاجز أرغل فونديرا كده رمزان قيقا بيرشة دي سميش متغيتي دا إيش يقيش أبويس دا واقتي. При восстановлении используют камень, добытый в окрестностях села. Это позволяет воссоздать объект максимально аутентичным. Вся прилегающая территория будет также благоустроена. Реставрации также подвергнется еще один исторический объект, находящийся в этом селе. В Хижахка входит Хайбахское поселение. Хайбах – место, которое навсегда вписано в трагическую летопись истории. Во время репрессий здесь произошла страшная трагедия. Сотни мирных жителей были сожжены заживо в хлеву, когда их загнали под предлогом эвакуации. حال زمان شو شير زمان شو ميلش ديلن ستورتا يخسيا على تشخيص عقاليو إذا
قناش خاها سويت عدل تدي شانه بيريت كل خوز خلا شو كل خوز كنوش نخلا اتشا ويتير دوغ شو شعباجين بو إناخ أسكنوش نشا ينسي ممرئات سنين نتيجة. Только спустя десятилетия Хайбов вновь возродился. Здесь по поручению Рамзана Кадырова были проведены масштабные восстановительные работы. В первую очередь реконструировали башенный комплекс и вековую мечеть. شيء إذا ورخل شراسة سشنا قاست خديانا دالش حالا دياكنش أرمها عشدر قوز دياكر تخدوا أحد قوز دياكش إيش تحشو ركيتان عد دياكن بيان الشابك حاسو يسن استقبورن شاير باو يورين لاتشر ركيت يسعيل الشر أزغالي بينش ديك لاتشدر شيء إذا تقيسنا الشرا هرشة بليني من كولتورة إردقوي Директор Аргунского музея-заповедника добавил, что тут же планируется реконструкция и родника. Стоит отметить, что 2008 по 2024 года в регионе было восстановлено 142 объектов культурного наследия. И работа в этом направлении продолжается. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Алвайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.